В обороне Кавказа принимали участие 2 сводных отряда Сухумского пехотного училища. В их составе было 35 офицеров и 640 курсантов. Все они храбро сражались. Многие из них погибли, многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Изучением и сбором архивных материалов о Сухумском военном пехотном училище занимается предприниматель из Москвы Геннадий Ларин. 2 года назад он приехал в Абхазию отдыхать. Здесь друзья подарили ему книгу кандидата исторических наук Валико Пачулья «Абхазия в Великой Отечественной войне». Прочитав ее, Геннадий заинтересовался судьбой курсантов Сухумского военного пехотного училища. Для сбора материалов он отправился в Подольск, в Центральный архив Министерства обороны России. Когда в августе месяца 1942 года немцы подошли к перевалам, был сформирован подвижной отряд номер 1, который вошел в состав 815-го стрелкового полка по обороне Клухорского перевала. Туда вошло 16 офицеров и 261 курсант данного училища. А второй отряд, подвижной отряд номер 2, в который вошло 19 офицеров училища и 379 курсантов, они действовали на Санчарском направлении, непосредственно перевал Доу и северное село Псху и дальше. По офицерам в данной работе представлены все их биографические данные, и на многих офицеров найдены фотографии, которые были отсканированы и вошли тоже в состав данной работы. И, естественно, пофамильно подвижной отряд номер 1, подвижной отряд номер 2, все курсанты училища. В прошлом году Геннадий Ларин в соавторстве с Александром Поддубным издал брошюру боевого пути 863-го истребительного авиационного полка в 1942 году при обороне Кавказа. В данной работе практически полностью цитируется текст журнала боевых действий этого полка. А в этом году, более глубоко изучив архивные материалы, Геннадий Ларин написал статью об участии Сухумского военного пехотного училища в обороне Кавказа в 1942-1943 годах. В частности, на Клухорском и Санчарском перевалах главного Кавказского хребта. Здесь же представлена информация об офицерах и курсантах Сухумского военного пехотного училища, принимавших участие в боях на данных направлениях. Вот Аваштраху, вот Цигиркер восточнее. И в октябре 1942 года советскими войсками предпринимались неоднократные попытки овладения данными перевалами. Людей посылали в бой на пулеметы, на минометы повзводно, поротно, как и в ряде других случаев. Теперь эти карты и статья о Сухумском военном пехотном училище будут храниться в Госмузее боевой славы. Кандидат исторических наук Валико Пачулья отметил, что Геннадий Ларин проделал сложную и очень важную работу для пополнения Госархива Абхазии. Он привез очень много материала и передал Абхазскому государственному музею. В этом году отряд наш то же самое он сделал по отношению данного музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзенова. Это первичные документы из военного архива. Это очень важны для нас. В найденных списках имена 20 курсантов из Абхазии. Геннадий Ларин уже связался с несколькими родственниками погибших, чтобы передать им информацию об их родных. В будущем он планирует написать монографию про Сухумское военное пехотное училище. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.